Здравствуйте, дорогие наши друзья! Вы все знаете и видите, какие в Якутске невероятно красивые метисы. Интересные комбинации дают хвостиков всех мастей и размеров. Но они не только фантастически красивы, они еще и умны, и при этом еще и очень социальны. 26C. Мои дорогие. Но, к сожалению, Якутск славится, если можно так сказать, и очень большим количеством драматических и даже трагических историй, связанных с хвостиками. Две наши новые сегодняшние истории, полные слез и от горя, и от радости, именно об этих двух реалиях Якутска. В ППЖ очень много преданных своими хозяевами собачуль. Вот один малыш, его историю на видео рассказывает сотрудник ППЖ, был предан совсем по-варварски и чудовищно. А ему примерно всего лишь годик. Судя по его поведению, вырос он с людьми. Возможно, даже он родился от домашней собаки и был просто сдан хозяевами в ППЖ. Девочка, это что за девочка такая маленькая? А ты тоже хочешь, чтобы тебя забрали, да? А ты кто? Что-то типа Бигля, да? Обратно привезли его, забрали, потом... Его, что ли? Конечно. Хозяева, да? На это 2 раза говорят. Хозяева, да? Почему привезли? Не, они забрали, а потом обратно. И другие щенка возьми. Счастливый поворот в судьбе. Мальчишку увидели и даже приехали и забрали. Ну, видимо, что-то пошло не так. Неизвестно что. Вот эти так называемые хозяева очень быстро вернули его обратно. Хотя они сами же за ним приехали, сами его выбрали. И их сердце не дрогнуло, когда они вновь возвращали этого малыша в ППЖ. Невозможно даже представить, что происходило в душе этого мальчугана, когда он снова попадал в этот ад. Но то, что случилось дальше, это чудо. Такое бывает только в сказках. Этот малыш попал в кадр, когда Надежда, она уже у нас прям ангел-хранитель для многих хвостиков, снимала и забирала нашу Тосю. Видимо, по доброте сердечной сотрудник ППЖ рассказал эту печальную историю в видео. Его 3 раза забирали и 3 раза возвращали. Конечно же, нормальный человек, увидев и услышав такое, просто не может пройти мимо и сделать вид, что ничего подобного он не знает и не слышал. И мы, несмотря на огромную нагрузку новых спасенышей, больных, лечение которых надо оплачивать, и несмотря на долги по передержкам, тоже не можем оставить его там. И мы уверены, что вы сделаете то же самое, не пройдете мимо беды этого парня и поможете нам с его спасением. Все вместе мы можем спасти еще одну жизнь. Очень нужны финансовые кураторы для этого малыша. Нам нужна помощь, чтобы он мог добраться до конечной станции. Дом и семья. Только мы выдохнули, дав себе слово, что вот одного забираем малыша, понимая, что шансов в ППЖ выжить у него нет, тут же увидели страшные кадры из отлова. Небольшая собачка была распластана на полу, а выпученные глаза буквально выскакивали из орбит. И не только от безумного страха, его явно очень сильно придушили удавкой. Видя весь этот ужас, мы, конечно же, приняли решение спасать и его. Как говорится в доброй поговорке, где один, там и второй. По новым правилам ППЖ все попавшие в отлов отдаются только через 10 дней с момента отлова. И тут у нас очередной шок. Наш малыш пропадает из виду. Конечно, ничего хорошего нам в голову не приходило, но мы не оставляли надежд и просматривали снова и снова новые видео и фото в надежде, что наш малыш просто прячется в будке. Прошло несколько дней, и мы уже отчаялись найти его. И тут в очередном видео с вольера с собаками у сетки внезапно, далеко в темном углу,
мы увидели знакомые бездонные глаза василькового цвета, полные страха и мольбы о помощи, как два прожектора СОС. Малыш был самый маленький в вольере и сидел одиноко в этом темном углу и даже не пытался подобраться к сетке поближе. Скорее всего, из-за страха перед большими сокамерниками, да еще и сил у него уже, наверное, не было. Ведь к еде и воде он тоже не подходил. Обоим малышам повезло чисто случайно. По-другому мы не можем объяснить череду всех этих событий. Но и на этом сказка не закончилась. Пока мы ждали 10 дней, чудеса продолжались. Освободилось 2 места на вылет в Москву. И мы нашли 2 места на передержке. У нас много было разных счастливых историй, но таких фантастических еще не было. И теперь на пути к полному счастью нужна помощь каждого из вас, кто увидит, услышит или прочитает об этих 2 бедолагах. Друзья, давайте сделаем сказку былью, и добро победит зло.